Здравствуйте, дорогие телезрители. Прошлую передачу у нас была помощница прокурора. И в эту передачу я пригласил другого человека, потому что нам нужно выслушивать обе стороны. И сегодня у нас в гостях Кристина Лазба, член Палаты адвокатов, адвокат. Здравствуй, Кристина. Здравствуйте. Как у тебя дела, как настроение? Во-первых, спасибо за приглашение. Настроение хорошее, на улице весна, в разгаре почти что лето, и погода шикарная. Да, сегодня спасибо за жарковато. приглашение. Скажи, пожалуйста, как ты пришла к этой профессии? Что тебя сподвигло быть адвокатом? Да. Очень интересный вопрос. Честно говоря, выбор профессии, я думаю, вот сознательно, насколько я себя помню, со школьного возраста у меня не стоял. Где-то, наверное, с класса 6-7 я очень увлекалась такой литературой, именно детективной, и одновременно зарубежная классика, и детективы зарубежные. Вот это все как-то у меня сложилось, и мне всегда было интересно, как проходит следствие, да, роль следствия, роль защиты вообще, как все это осуществляется. И для себя я уже тогда сделала такой выбор, что я в последующем все-таки стану адвокатом. И вот это призвание мое, я вот насколько себя помню, с детства, со школы я всегда кого-то защищала. Вот, действительно, вот это у меня стояло, я чувствовала себе несправедливость, а человек молчит, мне хотелось защитить его. И вот, наверное, вот это мое призвание, я пошла в защиту. Вообще, мое сугубо личное, возможно, мнение, я считаю, что если ты душой все-таки не защитник, а идти просто в адвокаты, чтобы получить статус адвоката, это в какой-то степени преступление. Потому Даже что так? ты, да, если ты душой не стоишь с человеком, которого ты защищаешь, будь это в уголовном деле защита, доверителя в гражданском деле, и ты не понимаешь вот суть проблемы, и ты действительно не заинтересован в том, чтобы защитить, либо помочь, если это гражданское дело, человеку в гражданском деле, то я считаю, что не стоит идти в адвокатуру. Очень много смотрел фильмов про адвокатов и детективы. Не помню, не могу сейчас назвать все эти фильмы, но в большинстве случаев адвокаты сволочи. Как я не ожидала. Ну, ну вот, допустим, что если вы взять... подразумеваете под этим? Вот если взять сериал «Как избежать наказания за убийство», там в главных ролях адвокат, женщина, которая отмазывает от, скажем так, от правосудия самых заядлых сволочей. Как ты к этому относишься? Ну, здесь можно интерпретировать по-разному. Во-первых, это кино в каком-то смысле, да? Ну, оно же нам и рисует картину адвоката. Но она осуществляет свою деятельность, я думаю, добросовестно. Ее цель же оправдать человека, вытащить его из определенной ситуации, в которую он попал, преступление, да, в данном случае это в уголовной сфере мы говорим. Но в основном для меня, как для адвоката, я, можно сказать, цепляюсь за ошибки следствия. Есть понятие процессуальных моментов, из которых складывается следствие. Если оно идет с нарушением, то это, грубо говоря, мой козырь. Я могу на предварительном следствии, допустим, не заявлять об этом, а в судебном следствии я уже это вытаскиваю как факты, которые были нарушены в ходе расследования преступления. И со стороны следствия, прокуратуры, это правоохранительная система и так далее, смотря где ведется следствие. Это в данном случае у нас это может быть Министерство внутренних дел, прокуратура ведет это в зависимости от того, какое дело, да, сложности и так далее. Ну, а если взять принцип, допустим, человек действительно виноват, и он сотворил что-то ужасное? Ну, если, как вы говорите, человек действительно виноват и преступление тяжкое, то я не думаю, что совсем будут, грубо говоря, такие ляпы, и недоказуема будет его вина. Но могу из своей практики сказать. Я защищала человека, которого обвиняли в убийстве.
Это было несколько лет назад. Вот такие были случаи в Сухуми, когда пожилых людей находили мертвыми. Но вы, будучи не в этой сфере, как бы... Да, я об этом не слышал. Да, вы не слышали, именно вот пожилых находили там. И, в общем-то, мне пришлось защищать, и на тот момент я защищала со своей коллегой, сегодня ее нет, Аида Чамагу, Царство Небесное, вспоминаю. Вот просто это тот момент, когда, грубо говоря, на человека хотели, да, вот повесить убийство. Ну, не будем называть, кто это был. Да, без имен. Адвокат тоже в своей сфере осуществляет адвокатское расследование. Закон мне позволяет, закон об адвокатуре, адвокатской деятельности, что в рамках, которые мне дает закон, я имею право также осуществлять следствие. В данном случае я также могу ходить, опрашивать тех же свидетелей, которые были заявлены стороной обвинения, но я, хочу подчеркнуть, я их не допрашиваю как следствие, я их опрашиваю с их согласия. У нас существуют определенные бланки. То есть, если пришли к тебе из МВД, то ты не можешь отказаться? Ну, здесь это уже, если да, адвокат, это как бы государственное... по желанию? По желанию, только согласие. Но я предупреждаю человека, что он несет уголовную ответственность обязательно. У нас существуют определенные бланки, утвержденные нашей палатой. И вот в этих бланках я опрашиваю человека с его согласия. И вот мы проделываем колоссальный труд иногда, действительно, и мы находим основания, и для того, чтобы оправдать человека и доказать следствию, что следствие идет по ложному пути, да, иногда бывает, что, допустим, для раскрытия преступления необходим человек, грубо говоря, да. И вот если в данном случае действительно у тебя защита оказалась бы слабой, я думаю, конечно, этот человек был бы обвинен в этом преступлении. Но в суде мы выиграли действительно это дело. Ну, это одно из. Мы действительно, это колоссальный труд адвоката. Хорошо, человек виновный, действительно. Да. В чем заключается твоя задача? Выбить ему минимальный срок? Или постараться, чтобы его оправдали? Ну, вот это такие вопросы, может, не все скажешь. Да, допустим, сейчас снимаем мы здесь, но бывают моменты, конечно, когда я, будучи, если это уголовное дело, вступаю защищать человека, и мой подзащитный, он тоже доверяет, да, мне определенную информацию. И я анализирую, как мне правильно сформулировать в будущем и его показания, выстраиваю свою позицию защиты. Бывает, я уверена в том, что человек совершил преступление. Такое тоже может быть. Но я... руки не опускаются? Но я... Нет. Более того, он мне говорит, что он не совершал этого, допустим, да? То есть, получается, там я все я не начинаю него? переубеждать человека. Я иду по той линии защиты. Человек не признает свою вину. Понимаете? И у него есть определенные мотивы для этого, и все. Я выстраиваю свою линию защиты в данном случае. И потому здесь тяжело говорить. Зависит действительно от степени тяжести, да, преступления и так далее. Вот, например, буквально недавно у меня было дело грабеж. Там идет санкция статьи, она от 5 до 8 лет, там это уже тяжкое преступление, в общем-то. И, казалось бы, такое утопическое дело, и до меня был мой коллега в этом деле. И вот люди обратились ко мне, и на стадии предварительного следствия, как бы не было тяжело, и все-таки я добилась того, что дело было прекращено. Там есть процессуальные моменты, которые были нарушены. Ну, мы не называем ни фамилии сейчас, ничего. Это в общем, да, это то, через что я прохожу. И это не единичный случай. Просто иногда действительно ты вступаешь в дело и видишь, насколько оно сложное, и ты действительно находишь все основания, находишь доказательства в противовес следствию. Лично я, как адвокат, тоже заинтересована в грамотном следствии, вы знаете. Ну, можно сказать, у нас идет действительно борьба, будем так говорить. Он доказывает вину, а я доказываю его правоту. И мне тоже интересно, какие аргументы следствия мне предъявить, да, в чем они правы. И, соответственно, это как играть в карты. Ты никогда не знаешь, что у противника и в какой момент он может вытащить. Ну, вообще козырь. Именно в уголовном деле, если так говорить, адвокат получает только судебно-контрольный материал на стадии следствия. Тот материал, который, допустим, я сегодня имею доступ, это просмотреть, в чем обвиняется мой подзащитный, первичные показания его, каких-то там свидетелей. Весь материал уголовного дела
я получаю в конце следствия предварительного. Я ознакомливаюсь с материалами То есть уголовного изначально дела. ты 100% Изначально, конечно, не нет. знаешь? Конечно, я имею право, и закон мне дает ходатайствовать, если там есть видеозаписи, какие-то съемки, какие-то эти. Я ходатайствую о том, чтобы меня ознакомили в ходе следствия. Но следствие может мне отказать в этом. Но в последующем, уже в конце следствия, я ознакомливаюсь со всем материалом уголовного дела. И вот бывают такие дела, когда ты ждешь действительно окончания следствия, для того, чтобы уже в суде выстроить судебную защиту. И вот здесь все видны уже, как говорится, какие-то недочеты, да, где-то какие-то нарушения процессуальные. Ведь каждый из нас, у нас и у меня на столе, и у следователя на столе лежит один и тот же закон. Ну, Это уголовно-процессуальный и уголовный кодекс. То есть процессуальный уголовный кодекс, это говорит о том, какими мои процессуальные действия какие должны быть, какие процессуальные действия должны быть у следователя. Это имеется в виду, чем руководствуется следователь, какие действия он может совершать, полномочен, например, в рамках уголовно-процессуального. Ну, назначает различные, может, экспертизы, также назначает различные ходатайства, допрашивает в рамках уголовно, не должен выходить тоже за рамки, да, там, своих действий. И я, будучи адвокатом, также руководствуюсь и уголовным законом, уголовно-процессуальным, и одновременно, конечно, мой закон об адвокатской деятельности, адвокатуре, и мой закон о профессиональной этике адвоката, он тоже очень много, и намного объемистей, и включает в себя хорошие права и также обязанности адвоката. Вот как раз об обязанностях адвоката. Что такое адвокатская конфиденциальность? Ну, это профессиональная тайна адвоката. Это получается то, что нельзя какую-то информацию передавать третьим лицам. Ну, конечно, это та информация, которая я получаю от своего доверителя, допустим, в гражданском деле, либо же от своего подзащитного в ходе защиты его в уголовном деле. Эта информация, она не имеет времени, то есть она бессрочная, я ее должна, грубо говоря, всю жизнь хранить. Да, вот конечно, есть какие-то моменты, о которых мы узнаем, и действительно это как вето для меня. Я знаю, это между мной и моим доверителем, мной и моим подзащитным. Я должна строго это соблюдать. Это, представляешь, какое доверие человека. То есть адвокаты самые честные и, как это сказать... Я не могу говорить за всех, но у нас есть наш профессиональный Кстати, кодекс. вот профессиональный кодекс и этика адвокатская. Да. Можешь про него чуть-чуть рассказать? Ну, профессиональная этика адвоката, она в себя включает моральную сторону. Можно так сказать, каким должен быть адвокат, какие принципы, правила он должен соблюдать, понятие адвокатской профессиональной тайны, не разглашать сведения, полученные, да, в ходе беседы со своим подзащитным либо доверителем, должен добросовестно, во-первых, исполнять свои полномочия. Можно так сказать, они включают в себя... Это, представляете, как человек надеется, да, на твою защиту и прежде всего на твою грамотность для того, чтобы ты осуществил эту защиту. Это добросовестность, я считаю. Можно сказать еще, вот есть такое понятие подрыв доверия, чтобы он не произошел между клиентом твоим и адвокатом. Такое тоже возможно быть. Иногда ты проделываешь такую колоссальную работу, а вот смотришь, и человек не понимает тебя. Вот бывает такое, знаешь, и в душе где-то даже обидно. Ты, возможно, даже иногда портишь отношения, да, со своими коллегами. Я имею в виду, в следствии очень часто такое бывает. Ну, чувствуется, да, какой-то холодок. Потому что вот я по своей натуре, грубо говоря, не могу плыть по течению следствия. Как я пошла защищать человека, да, и как я не буду заявлять определенные какие-то ходатайства, да, о назначении там следственных каких-то действий, либо менять его показания там в угоду следствия, да, где-то там промолчать или что-то. Но это не про меня. Я действительно с душой начинаю защищать человека. И порой мы вынуждены заявлять, да, такие ходатайства, что вышестоящему мы обжалуем действия, допустим, следователя, прокурору, который надзирает, да, над данным следствием,
то бывают такие случаи, когда, да, следствие бывает и может и на тебя и обидеться, почему вы заявили, допустим, да, такое ходатайство и так далее. Скотина. Ну, бывает все, действительно. Вот такие моменты, они, конечно, ну, уже с учетом того, что столько лет ты в защите, я уже даже могу знать реакцию следователя, там, прокурора. Конечно, есть еще очень много зависит от человеческих качеств, да, того же следователя. Сколько лет у тебя практика уже? С 2006 года я действующий адвокат, была принята в палату адвокатов. 17. 17 лет будет в декабре. В декабре вот 2023 года. В чем разница между уголовным и гражданским делом? Ну, уже элементарно разница в уголовном и гражданском деле тем, что в уголовном деле человек может находиться уже под арестом, зависит тоже от вида преступления, понимаете? И просит, что на ход следствия, чтобы человек находился под стражей. А я в то же время как бы говорю о том, что в данном случае человек может находиться под домашним арестом. Существуют виды ареста. Почему мы говорим домашний арест? Для того, чтобы применить человеку домашний арест, пока идет следствие, прежде всего защита должна представить такие документы, что он имеет постоянное место жительства, характеристику с места жительства, в основном, конечно, положительную. А кто следит за тем, что он не выходит из дома? Ну, это следствие следит за тем, чтобы человек не нарушал вот домашний арест. Но есть определенные там моменты, на вызовы следствия и так далее, он имеет право прийти. Если этот человек болен, это также все согласуется в ходе выбора данной санкции. Он имеет право там в медицинское учреждение. Это все, ну, все это подконтрольно, конечно. Ну, да, если же домашний арест нарушается, следствие имеет право повторно выйти с данным ходатайством. И я уже думаю, навряд ли тогда суд будет настолько гуманным, что он ему даст в данном случае домашний арест. Ну, это тоже, как говорится, вот всяко разное. Гражданские дела, что это? Ну, если говорить о гражданском праве, да, это может быть и брачно-семейные отношения, дела жилищного характера. Вот если говорить вообще о защите, да, мы, будучи в защите, защищаем разные слои населения. Вот, это может быть вплоть до простого крестьянина, цыгана, грубо говоря, вплоть до премьер-министра и президента. Это не громкие фразы, так оно и есть действительно. И практика показывает, вот у нас был громкий процесс, если вы помните, связанный с нападением. На тот момент Александр Золотинович Янквак был президентом. Этот процесс долгий был, почти, по-моему, на протяжении 3 лет. Вот. И вот такие процессы, конечно, адвокаты задействованы. В данном случае защищают потерпевшую сторону. Вот я тогда участвовала тоже, и мои коллеги со мной. Мы вот на протяжении скольких лет участвовали в защите потерпевшей стороны. И вот в этот момент мы сидим рядом с прокурором. Такие моменты тоже бывают. Понимаете, мы же и потерпевшую сторону защищаем, представляем. И бывают моменты, когда мы вместе с прокурором сидим, как говорится, на одной скамье. То есть одновременно могут за одного человека быть и прокуратура, и адвокатура. Но по своей природе прокурор же тоже призван защищать. Ну да, они, получается, защищают закон, а вы чуть-чуть по-другому защищаете человека. Мы тоже руководствуемся. Для нас всех основной закон – это Конституция Республики Абхазия. Ну, это основной закон. Основной, да, закон. А затем уже и все остальные законодательные акты, которые издаются, но они все должны соответствовать Конституции Республики Абхазия. Понимаете? То есть, и, как бы для нас всех закон один, в принципе. Другое дело, как мы его, может, интерпретируем и кто когда его использует. Я, будучи в защите, прокурор, будучи в обвинении. Ну, мы ссылаемся порой на одни и те же статьи, ну и как мы начинаем, когда у нас борьба и дискуссия, мы говорим, что вы интерпретируете так. А почему, грубо говоря, вы не начинаете читать часть вторую данной статьи, понимаете? Как можно закон по-разному интерпретировать? Вот это не могу понять. Ну вот это лазейки в законе иногда бывают. Особенно много таких лазеек в гражданском праве, я считаю, где законодатель дает такой шанс. Там и иные обстоятельства, допустим, да, под иные обстоятельства, грубо говоря, может, вообще что можно много чего, да, подэтать. Такие моменты тоже бывают. Вот, то есть закон, он не стопроцентно четкий, в нем есть законодательство, лазейки. Я считаю, любой страны, оно не идеально. Всегда какие-то доработки, какие-то
идут изменения в законе. В данном случае у нас это все на законодательном уровне, через парламент, первое чтение, второе и так далее. Потом уже относительно вот жилищных споров у нас вообще, наверное, послевоенной Абхазии, с учетом того, что очень много, да, вот жилья, можно сказать, было и занято и так далее. Возникает очень много жилищных споров, вопросов. Потом уже касаемо, допустим, наследственных споров, уже наше общество тоже научилось отстаивать свои права через суд. Ну, да, наследники, когда они приходят к общему знаменателю, конечно, они начинают обращаться в суд за защитой своих прав и так далее. У нас уже исполняется исполнительное производство относительно выселений. Очень хорошо, конечно, действует. И этот институт уже исполнитель. У нас же есть судебные приставы. Это уже как бы отдельный институт, они сидят отдельно. И очень многие приговоры или же решения суда, они уже исполняются принудительно. Но эта практика, если мы растем, да, мы молодое государство относительно, если говорить о том, что мы являемся послевоенное время, я имею в виду. Но если мы хотим развиваться и так далее, у нас должны быть задействованы все эти институты в полной мере, я считаю. Для того, чтобы человек мог осуществить свою волю именно в сфере права. Мы поговорили с тобой о работе. Хочу перейти немного уже в твою жизнь. Ты мама троих мальчиков. Как ты с ними справляешься? Адвокат, который должен всего себя отдать работе, и мама троих маленьких мальчиков, тем более мальчиков, которые на месте не сидят. Вообще, честно говоря, это в то же время и вот я на них смотрю, и время как летит быстро, и ты знаешь моих детей. Да. Да, я вот смотрю, иногда думаю, говорят, вот чужие дети растут, а я всегда говорю, мои дети растут быстро. Вот, казалось бы, вчера только, да, старший Ибрагим, вроде только родился, уже вот 9 лет ему скоро будет, Сандро и Эмиль. В доме не тихо, это точно. Я всегда говорю, если бы мы в секционном доме жили, наверное, на нас жаловались бы. Это энергия же, мальчишки. Ой, иногда просто я сажусь на них, улыбаюсь и думаю, пускай они всю свою силу, как говорится, вытрясут и успокоятся. А маленький от них не отстает, он смотрит на старших, он немножко избалованный, поскольку он маленький, да, и мы все вокруг него, и он это чувствует. Если мама его где-то обидела, он бежит к папе, папе нет к братьям, и вот так по кругу, в общем-то. Ну, это, конечно, это счастье. Я вообще желаю каждой женщине почувствовать материнство, что это такое, потому что дети – это наше все. Но воспитание – это, конечно… Это колоссальный труд. Это колоссальный труд. И действительно, воспитать, знаешь, накормить, одеть ребенка – это одно. А воспитать, дать ему все человеческие, да, вот позитивные качества, чтобы в нем были. Вот как-то я сидела в парке, если так чуть-чуть, да, чисто. И я что-то там ругалась, сказала, это Ибрагим и Сандро со мной были. А со мной рядом сидела пожилая женщина, вот на всю жизнь это у меня осталось. И я говорю, вот сколько я говорю, и она, деточка, вы говорите, она мне сказала. А все дети запоминают, это все, главное, чтобы вы говорили. И я, говорит, улыбаюсь на вас, смотрю, и мне, говорит, так приятно. Но если сейчас ты не начнешь ребенку говорить, потом будет поздно, конечно. Но я еще такой момент хочу заметить, что семья, конечно, это одно. Но общество, которое уже будет окружать твоего ребенка, ты же не будешь 24 часа с ним. Ну да. И примеров очень много, и я думаю, ты видел, да, когда вот семья, казалось бы, такая вот примерная, все, а что-то не так в себе. Влияние улиц нельзя отменить. А невозможно же ребенка от всего оградить. Он должен как-то вступить в новую жизнь. И я считаю, это тоже много значит. То, с кем потом твой ребенок начинает общаться. Ну, я всегда говорю, все мы под Богом. И тоже действительно, и будучи вот мамой троих мальчишек, я всегда прошу, чтобы и Бог за ними проследил. Я думаю, каждая мать это делает. Скажи, пожалуйста, старшему сколько сейчас? Ибрагиму уже вот в октябре будет 9, получается 8 и 7, где-то вот так, почти 9 лет. Во 2 классе он.
Сандру в у первом. него есть какие-то наметки на будущее профессии? Он не хочет стать адвокатом? Ой, их если послушаешь, они же сейчас, дети Сейчас все бегут в подряд своем хотят, развитии, с учетом, да, той информации, которую они получают из интернета в основном, из Ютуба, все равно хотим мы того или нет, они же все это смотрят. Каждый раз новая профессия. Но мне нравится вот Ибрагим. Какая самая неожиданная для тебя профессия? Он вот интересуется животным миром. Про космос, он такие вещи начинает иногда мне так интересно, действительно. Это же информация, мы читали, да? Да. В основном то, что мы получили знания, они у нас были из книги. Мое поколение, по крайней мере. А они сейчас, это больше информация, которая поступает вот зрительно, да? Но что хорошо, что положительное что-то, все равно, правда ведь? Ребенок запоминает, он мне начинает рассказывать, и мне так интересно, я много чего действительно могу не знать. Ну, самое неожиданное, что для тебя было? Ну вот он какие-то... Профессия самая неожиданная, которую он сказал. Мама, я хочу быть... Даже не профессия, как-то что-то я ему говорю, Ибрагим, я задержалась на работе, все нормально, мама, я вот это... Мама, не нервничай, все без эксцессов, он мне говорит. И я думаю, откуда он взял это слово? И улыбнулась. Вот у нас есть понятие эксцесс исполнительно в уголовном праве. Это когда, допустим, идут на преступление, да, организованной группой, грубо говоря. А что такое эксцесс исполнительный? Это когда он, один из участников группы, отходит от этого плана и совершает такое действие, которое не было предусмотрено, да, или запланировано. Эксцесс исполнителя называется. И я всегда говорю, без эксцесса, видимо, и вот он запомнил, и он правильно применил это слово. Я улыбнулась и думаю, вот все равно, вот чем вот говорят, да, ранние браки. Конечно, это может хорошо тем, что ребенок растет, считай, ты растешь, да, грубо говоря. А у меня все-таки, я считаю, он как бы такой зрелый, поздний брак в каком-то смысле. И дети уже слышат не те разговоры, допустим, как я разговаривала в 20 лет, да? Да? Он слышит уже совсем другой диалог, даже вот с отцом, да, с супругом, когда я разговариваю, все. И они же по-своему все это воспринимают. В этом тоже есть плюс. Так, давай чуть-чуть к завершению подойдем. Что ты можешь посоветовать молодежи? Вот представь, что я человек, который хочу сейчас пойти учиться адвокатуре. Что ты мне посоветуешь? Именно если идти в защиту? Да. Чтобы ты душой пошел в защиту. Если вот действительно есть. К нам тоже же приходят стажеры, ребята, которые есть, кто вот прям, я вижу, горит человек, да, он хочет, ему интересно пойти на процесс, посмотреть. Я же тоже прошла всю эту стажировку. И знаю, как было интересно послушать, что-то написать для себя новое. Чтобы ты шел с душой, и чтобы у тебя защита была в душе. Чтобы ты действительно не просто, вот как я выше говорила, да, для галочки идешь в этот статус, чтобы получить его, а пошел и действительно профессионально исполнял свой долг адвоката. Это очень интересная профессия. Она творческая, но она такая ответственная. И ты действительно иногда, можно сказать, держишь судьбу человека в своих руках в каком-то смысле. И насколько вот ты должен правильно подойти и применить, как я говорила, у нас закон один, да, вроде лежит на столе, но применить его в пользу и в защиту своего подзащитного, либо же своего доверителя. Если говорить, мы можем до утра. Сфера гражданского права, сфера арбитраж, уголовная, это все очень тонкости, очень много, и в такой беседе быстро не скажешь ни о чем. Но вот я советую, если ты идешь в защиту, идти действительно с душой защитника. Конечно, в дальнейшем перспектива у тебя тоже большая. Кто-то остается всегда в защите, да, и чувствует себя только там, что вот это его миссия, быть в защите и так далее. Кто-то, может, пойдет дальше куда-то, да, сфера большая в юриспруденции тоже. Главное, чтобы идти с душой. Вот сейчас у меня родился вопрос. Ты сказала, что, по сути, ты держишь судьбу человека в своих руках. Бывает, конечно. Бывает такое, что у адвоката просыпается синдром Бога? Нет, ни в коем случае нет. Наоборот, это такая ответственность, я очень переживаю. Или ты боишься больше? Не то, что страх, а переживание, чтобы все было правильно. Ну вот я не помню, любое дело, за которое я бралась, действительно, за все я переживаю. Даже вот мой супруг иногда говорит: Кристина, как-то вот отпусти, да, ситуацию. Не могу. Действительно, могу, вот даже лежишь, вот, да, грубо говоря, ночью перед сном проматываешь.
Вот какие-то моменты, даже когда суд прошел, возможно, может, вот так надо было, да, где-то вот так. Но практика тоже берет свое. Если вернуться, допустим, назад, да, иногда думаешь, надо было вот так поступить. Тоже бывают такие моменты. Это у каждого ночью бывает. Мне кажется, это мне да. надо было вот так вот ответить 20 лет назад вот тому вот Но мальчику. не столько это, сколько вот, ну, бывают такие моменты, понимаешь? Ну, вот если идешь, любой юрист в своей сфере, пускай он будет профессионалом. Вот сколько лет буду в защите, допустим, вообще в юриспруденции, столько лет учишься. Что-то новое узнаешь, что-то, вот, даже приходит, вот, стажер, да, приходит, там, наоборот, и тебе приятно ему помочь, и послушать, что он уже тебе скажет. Невозможно все знать, это нереально. Ну, есть какие-то азы, основы, которые уже остаются с тобой. Что ж, спасибо, Кристина, за то, что уделила нам время, за то, что пришла к нам и, ну, очень многое рассказала, что было очень интересно. Спасибо за то, что пригласили. Много чего можно еще говорить, но формат тоже такой Да, небольшой. Это тема обширная, я Да. не смогу ее в рамках передачи полностью раскрыть, но мы постарались хоть что-то рассказать, и чтобы это было интересно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. А с вами мы увидимся за следующей чашечкой кофе. До свидания.